الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وربي الله Абу Джурей, Джабир ибн Сулейм, обратился к пророку, алейхиссалату вассалям, со словами «Ихад илей, дай мне завет». Дай мне завет, то есть дай мне такое наставление, посланник Аллаха, которое будет для меня заветом от тебя, который я буду соблюдать, который я буду беречь на протяжении моей жизни, чтобы я был во благе. В этом вывод у рабы Аллаха очень важный. Посмотрите, как сахаба, как сподвижники стремились к хорошему, как они стремились к благу и к религиозному знанию, чтобы получить пользу от посланника Аллаха, из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получить наставление, потом держаться за это наставление. Как не хватает нам вот этого стремления к этому благу религиозному. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Ля тасуббанна ахада». Никого не брони. Никого не брони. Посмотрите, он дал ему несколько заветов. Несколько заветов, но начал с этого, потому что это очень важный и великий завет. Это общий завет, содержательный завет. Он завещал ему не ругать никого, не бранить никого, не проклинать никого. Это из заветов пророка, алейхиссалату вассалам. Мусульманин, верующий, не подобает ему быть вот таким вот, который бранится, ругается, оскорбляет, проклинает. Это не качество верующего. Поэтому говорит пророк, алейхиссалату вассалам, в другом хадисе: «Лейса аль-му'мину бит-та'ан, валя-ль-ла'ан, валя-ль-фахиш, валя-ль-бази». Верующий, он не может быть порочащим, оскорбляющим, или проклинающим, или совершающим какие-то непристойные поступки, или произносящим какие-то скверные речи. И сказал также пророк, алейхиссалату вассалам: «Ля тала'ану била'натилля, валя бигадабилля, валя биннар». Не проклинайте друг друга, призывая друг на друга проклятие Аллаха, или гнев Аллаха, или адский огонь. И очень много хадисов, которые нам на это указывают. Пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил нам с вами, что это не из качеств верующего человека. Верующий, он должен быть далеко от таких вещей, как проклятие, брань, оскорбление, поношение. Некоторые люди, пусть Аллах субхану ва тааля наставит нас и их, дома, как он обращается с детьми, как он обращается с домочадцами. Это же постоянная брань, постоянная ругань, постоянные какие-то оскорбления. Или с людьми, которым ему приходится ему контактировать, как он себя ведет. Ты видишь, как он ругается, как он бранится. Пророк, алейхиссалату вассалям, предостерег от этого в этом хадисе и в других. И сказал ему: «Ля тасуббанна ахада». Никого никогда не ругай. И что? Как отреагировал на это Абу Джурей, ради Аллаху та'аля, он сказал после этого: «Никого никогда я не ругал». Никого никогда. Ни свободного, ни раба, ни верблюдицу, ни овцу. Посмотрите, как сподвижники, когда слышали какой-то приказ от пророка, алейхиссалату вассалям, они, во-первых, выполняли его сразу, а во-вторых, постоянно, то есть уже на всю жизнь, а в-третьих, в самых лучших формах и в самых наивысших проявлениях. Не просто он потом никого не ругал из людей, животных он даже не ругал, верблюда не ругал, овцу не ругал после этого. Вот так вот сподвижники вели себя в отношении указаний пророка, алейхиссалату вассалам. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, у него был сын Салим, он передает от своего отца, он говорит, что отец услышал от пророка, алейхиссалату вассалям, хадис, что не подобает верующему быть проклинающим. И после этого, а Ибн Умар был совсем молодой еще, совсем молодой юноша, когда был жив пророк, алейхиссалату вассалям. После этого во всю жизнь ни разу, говорит Салим, не слышал, чтобы Ибн Умар кого-то проклял. Ни разу. Кроме одного единственного случая. За всю длинную его жизнь один единственный случай произошел тогда, когда его слуга очень сильно разгневал его, очень сильно огорчил его, и он произнес такие слова. Но после этого сразу раскаялся, пожалел. И что сделал с этим рабом? Он дал ему свободу, освободил его сразу, чтобы искупить свой грех. Вот таковы сподвижники. А отец его, Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан,
Было принято у арабов все время говорить «клянусь своим отцом», «клясться отцами». Было принято у них так. Это была очень сильная привычка, как сейчас многие люди клянутся своими матерями, они клялись своими отцами. И сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, «Инна Аллах янхакум ан тахлифу би абайкум». Поистине Аллах запретил вам клясться вашими отцами. Клясться можно только Аллахом. И Умар ибн Хаттаб говорит, клянусь Аллахом, с тех пор, как услышал это от пророка, алейхиссалату вассалам, ни разу больше не поклялся таким образом. Ни сам, не передавая от кого-то, что вот кто-то так поклялся. То есть уже не произносил эти слова ни разу. А следующий завет от пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Джурейю, «Ля тахкиранна миналь ма'руфи шей'a», ничем не пренебрегай из добрых поступков. Это очень важные слова и очень важный завет о рабы Аллаха. Вот, может быть, какой-то добрый поступок или какой-то пожертвование тебе кажется малым и незначительным, и ты говоришь, ну что я буду это делать, или ну что я буду давать сейчас этот рубль, 2, 10. Никогда не думай так. Ничем из добрых поступков не пренебрегай. Пусть это будет что-то малое, не считай это незначительным. Может быть, вот это твое малое, может быть доброе слово одно, может быть улыбка, может быть это 5 гривен или 10 гривен, может быть как раз сейчас человек очень нуждается в этом. В этой поддержке. И может быть ты не можешь сделать много, можешь сделать малое. Сделай это, и вот это малое, Аллах субхану ва та'аля, если ты сделал это искренне ради Него, правдиво, от всего сердца ради Аллаха, Аллах возьмет это малое и приумножит его для тебя многократно и даст за это малое тебе великую награду. И говорит дальше пророк, алейхиссалату вассалам, «Ва антукаллима ахака ва анта мунбаситун илейхи ваджхак». И разговаривая со своим братом, имей радушное выражение лица. «Инна залика миналь ма'руф», потому что это тоже из благодеяний. Важный завет для всех нас. О рабы Аллаха, встречаешь мусульманина, пусть у тебя будет приветливое лицо, пусть у тебя будет радушное выражение лица. Улыбайся, вноси радость в сердце твоего брата. Пусть не встречает тебя мусульманина, у тебя хмурое выражение лица. Говори, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, со своим братом с радушным выражением лица. Потому что если ты вот так вот будешь приветлив, улыбчив, то людям будет приятно видеть тебя и встречаться с тобой. Они будут счастливы встречаться с тобой. А иначе они будут избегать тебя, чуждаться тебя. И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, и это тоже из благодеяний. То есть не только имущество жертвовать, это благодеяние. Улыбка, хорошее слово, это благодеяние. И это тоже садака, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Он сказал, «Валь калимату таибату садака». И благое слово, это тоже садака. А дальше говорит пророк, алейхиссалату вассалам, Абу Джурейю, такие слова, «Варфа изарака иля нисфи сак». «Фаин абейта фаиля аль-ка'бейн». И поднимай свой изар до середины голени. Если не хочешь, то до лодыжек. Лодыжки – это вот эти вот выступы внизу, вокруг, с двух сторон от пяток. Пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе и во многих других хадисах установил для нас, о рабы Аллаха, то, какими должны быть полы нашей одежды. То есть носишь ли ты изар? Изар – это вот эта материя, которую оборачивают, как паломники оборачивают вокруг нижней части тела. Или это халат, или это рубаха длинная, или это штаны. Границы нижние пророк, алейхиссалату вассалям, определил для нас, за пределы которых нельзя выходить. Верхняя граница, сказал он, до середины голени, то есть твои штаны должны быть до середины голени и не выше. Нельзя поднимать, не нужно поднимать выше. Потому что видим многих братьев, которые носят совсем короткие шорты, которые до колен или даже бывает, пусть Аллах наставит нас и их, и даже выше колен. Пророк, алейхиссалату вассалам, верхнюю границу установил середину голени. А нижняя граница, ниже которой нельзя опускаться, это уровень лодыжек. Уровень лодыжек, все, лодыжки уже не должны быть покрыты одеждой. Это приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому дальше он говорит ему, Абу Джурейю, что он говорит, «Ва ияка ва исбаль аль-изар». И смотри, остерегайся того, чтобы носить длинный изар, то есть опускать его ниже лодыжек. Фа инна миналь махиля, потому что это из высокомерия. Это из высокомерия. Посмотрите, как
строго предупредил пророк, алейхиссалату вассалам, чтобы мы не носили ни рубахи, ни штаны, ни изары, ни что-то другое ниже щиколоток. Потому что это, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, это что? Это аль-махиля, это высокомерие. Кто-то говорит, я же не из-за высокомерия это делаю. Так вот, ответ на этот вопрос. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, что это из высокомерия. Это раз. Во-вторых, если ты слышал, что пророк, алейхиссалату вассалам, запретил носить ниже лодыжек, но не обращаешь внимания на приказ пророка, алейхиссалату вассалам, и машешь рукой, разве это не высокомерие? Ведь высокомерие это не только кичиться перед людьми, высокомерие это же еще и отвергать истину. Так как ты отвергаешь сунну пророка, алейхиссалату вассалам, когда он говорит так, границы должны быть такие, а ты говоришь нет и поступаешь наперекор? Это высокомерие в отношении сунны. А далее, о рабы Аллаха, знайте, что всегда внешнее и внутреннее, они очень соединены. От того, что ты носишь, зависит от того, во многом зависит то, что будет у тебя в сердце. Посмотрите на человека, когда он надевает одежду ученого, он начинает проявлять степенность в своих движениях. Когда надевает одежду солдата, появляется какой-то солдатский шаг у него и так далее. То, что внешне, влияет на то, что внутри. Так вот, если ты носишь одежду ниже щиколоток, хочешь или не хочешь, но это в твоем сердце может родить вот это чувство гордыни и высокомерия. И предостерег пророк, алейхиссалату вассалам, от этого и сказал, «Ма асфаля мин аль-ка'бейни мин аль-изар фа финнар». Все, что ниже лодыжек из изара, то это в адском огне. Да упасет нас Аллах субхану ва тааля. И сказал Абу Джурейю, пророк, алейхиссалату вассалам, услышьте эти слова. Он сказал, «Ва инна Аллаха ля юхиббуль махиля». Поистине Аллах не любит высокомерия. Это сообщение от пророка, алейхиссалату вассалам, что Аллаху ненавистна гордыня и высокомерие. «Инна Аллах ля юхиббу кулля мухталин фахур». Поистине Аллах не любит всякого гордеца, бахвала, который хвастается. Это угроза. Это очень сильная угроза. Если Аллах не любит что-то, значит за это сильно наказывает. И сильно гневится на это. А мы должны делать то, что любит Аллах, чем Он доволен. Избегать того, что ненавидит Аллах, а из вещей, которые очень ненавистны Аллаху, это вот эта гордыня и высокомерие. Пусть Аллах субхану ва тааля исцелит наши сердца от этого. И в конце сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, если какой-то человек начнет оскорблять тебя, начнет бранить тебя, ругать тебя, начнет тебя порочить за то, что знает о тебе, ты не порочь его за то, что ты знаешь о нем. Вот такой вот завет для нас с вами, о рабы Аллаха. Не нужно обращать внимание на джахилей, на невежд, людей, которые невежественно на себя ведут, которые обрушиваются на тебя с оскорблениями, или бранят тебя, или начинают порочить тебя за что-то, что знают о тебе. Не поступай ты таким образом, не подобает верующему так поступать. Не надо вступать в перебранку с ним, в пререкание с ним. А что нужно сделать? А сделать нужно то, что говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Нужно не обращать внимания и говорить только благое слово. И итог благой будет для тебя. А этому человеку, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам? Того, который тебя ругает, но ты ему не отвечаешь. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Фа иннама вабалю залика алей». Весь вред от этого падет только на него. Только на него. Он сам, который пострадает от того, что он совершил в отношении тебя. Поэтому не нужно, о рабы Аллаха, отвечать на ругань руганью, на брань бранью, на оскорбление оскорблением, на порочение порочением. Надо вести себя так, как научил нас Аллах субхану ва тааля. Он, описывая своих рабов возлюбленных в Коране, что сказал? «Ва иза хатабахумуль джахилуна калу салама». А когда обращаются к ним невежды, они говорят благое слово в ответ, спасительное слово. Вот такие вот великие выводы и такая великая польза в этом хадисе, в этом завещании, завете посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который он дал своему сподвижнику Абу Джурейю, ради Аллаху та'аля ан. И пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас с вами из тех, кто получает пользу от того, что он узнает, кто следует за пророческими заветами, кто не отвергает пророческие заветы высокомерно или из-за беспечности. Аллахумма инна на'узу бика мин аль-аджзи валь-кассали, ва на'узу бика мин аль-джубни валь-бухли, ва на'узу бика мин аль-хирами ва азаби аль-кабр, ва на'узу бика мин илмин ла янфа, ва мин кальбин ла яхша, ва мин нафсин ла ташба, ва мин да'ватин ла юстаджабу лаха,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.